Юнусбек Евкуров принял участие в совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. Главный вопрос, вынесенный на повестку дня, это строительство новых школ в регионах СКФО. На встрече присутствовали вице-премьер России Александр Хлопонин, полномочный представитель президента страны в СКФО Олег Белавинцев, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и главы регионов. Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что в 2017 году в стране будет создано еще порядка 170 тысяч мест в школах и по возможности увеличено финансирование школьного строительства. Речь идет не только о строительстве новых общеобразовательных заведений, но и реконструкции старых и об их оснащении необходимым оборудованием. Глава Миноборнауки Ольга Васильева в свою очередь сообщила, что ведомство просит дополнительно выделить 10 миллиардов рублей для строительства школ в регионах, что позволит увеличить количество новых школ с 80 до 166. Также она сообщила, что в Ингушетии удалось полностью ликвидировать трехсменную форму обучения в школах. Я бы хотела отметить очень хорошие результаты у руководства Республики Ингушетия, которое удалось ликвидировать обучение в третью смену. Что касается двухсменного обучения, то на территории СКФО в режиме 2 смен работают 1394 школы, где обучаются 282 336 наших ребят, а это, как вы уже заметили, составляет 23% от общего числа школьников. При этом, я подчеркиваю, количество аварийных зданий и зданий, которые нуждаются в капитальном ремонте, составляют на сегодняшний день 1197. Уважаемые коллеги, я еще раз повторяю, что это цифры Росстата, потому что цифры региональные несколько колеблются, об этом мы потом поговорим. Здесь рождается много детей, живет много молодежи, и социальная инфраструктура должна соответствовать их потребностям. Особенно это касается сферы образования. Мы прекрасно понимаем, насколько важным является качественное образование везде, ну и здесь на Кавказе в частности, потому что это хороший трамплин для будущих достижений. И от него во многом зависит выбор профессии, ну и, по сути, жизненные перспективы каждого нашего человека. В не меньшей степени это еще и вопрос сохранения единого культурного пространства страны, а также противодействия тем, кто пытается вовлечь подростков, молодежь в противоправную и экстремистскую деятельность. Сейчас в округе, вот на это хочу обратить особое внимание, проживает почти 10-я часть всех школьников страны. То есть это около 1 миллиона 200 тысяч детей. А действующих организаций общего образования 3260. К сожалению, они не могут принять всех учеников одновременно. В этом учебном году, ну то есть в 16-17 учебном году, в трехсменном режиме работала 61 школа в масштабах округа. В третью смену учились более 7 тысяч человек. Это, конечно, плохая цифра. Проблемой трехсменки мы плотно занимаемся с 2014 года. В рамках государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа построено более 60 общеобразовательных организаций. Это порядка 35 тысяч дополнительных мест. В этом году на строительство новых школ в Северо-Кавказском округе предусмотрено в общей сложности более 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Планируется, что это позволит создать еще около 14,5 тысяч мест. Тем не менее, по оценке, которые делали наши профильные ведомства и министерство наше по делам Кавказа, для решения проблемы требуется почти в 4 раза больше новых учебных мест. Порядка 57 тысяч. Но по количеству рабочих учебных мест мы еще поговорим, эти цифры нужно точно сверить. Но, видимо, все-таки масштаб проблемы, он где-то близкий. Это не менее 114 новых школ и довольно значительное число капитально реконструируемых школ